Этим флаконом мы можем привить 5 человек, здесь 5 доз. И сейчас Лиза с моих рук возьмет, наберет для меня первую дозу. Вот он, весь процесс вакцинации. От введения шприца в ампулу до самого укола. Никакого подвоха быть не может. Врачи готовы развеять и 2 самых популярных мифа. Один из них, что прививают людей пустышкой. Второй, если вакцина и настоящая, то к уколам медиков принуждают. Но и самое распространенное мнение, что сама прививка, а точнее ее побочные явления, опаснее самого ковида. Все это домыслы, говорят врачи. На своем примере они хотят показать населению, что вакцинация – безопасная и необходимая процедура. Одной из первых сегодня прививается главврач Назрановской районной больницы Зарема Анташкиева. В коридоре еще несколько десятков ее коллег. Только что привился от коронавируса, прививку прошел, очень даже перенес хорошо. Мы считаем, что все наши врачи и тем более жители нашей республики должны привиться. Я непосредственно имею контакт с инфицированными больными COVID-19, поэтому я на личном примере сегодня показал, что я сам привился и призываю жителей тоже привиться. То есть абсолютно побочных эффектов не было, все нормально прошло. Массовая вакцинация в России началась 18 января этого года. Если раньше вакцинироваться могли только отдельные категории населения – медики, соцработники, учителя, то с прошлой недели прививку может сделать любой желающий, старше 18 лет, добровольно и абсолютно бесплатно. На сегодняшний день в республике развернуто 8 прививочных пунктов. В дальнейшем места для проведения вакцинации планируют увеличить. В Гамурзиевскую амбулаторию вакцина ГАМ-ковид-2 поступила в количестве 250 доз. Сначала первым этапом 100 доз и последующим еще 150 доз получили. Это первый компонент и второй компонент, так как вакцинация проводится в 2 этапа. Хранится данная вакцина в специальных морозильных камерах. Соблюдается температурный режим. Вот вы видите, здесь термометры находятся, обязательно минус 18. Вот она, собственно, в коробках находится наша вакцина ГАМ-ковид-ВАК, которую мы используем для вакцинации населения. Впрочем, некоторым пока стоит воздержаться от вакцинации. Это те, у кого уже есть антитела. Люди, у которых наблюдается обострение хронических заболеваний или обнаружено острое инфекционное и неинфекционное заболевание. В таких случаях вакцинация возможна не ранее, чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Среди противопоказаний беременности, период грудного вскармливания. Нельзя вакцинироваться несовершеннолетним. В остальных случаях эта процедура просто необходима, говорят врачи. Многие из них ранее уже вакцинировались и чувствуют себя прекрасно. Поэтому просят жителей не паниковать. Я контактировала с ковидными больными. Сейчас непосредственно работаю в реанимации. У меня тесный контакт с такими больными. Вакцинировалась я 7 дней назад. Я понимаю, что тот иммунитет, который я получила, переболев в начале апреля, он в любом случае со временем должен быть менее напряженным. И в какой-то момент я могу снова заразиться и выбыть из строя, заразить своих родных, близких. Если говорить о том, как перенес вакцинацию, сделал я ее 14 числа этого месяца, января. 11 дней с этого времени прошло. Чувствую себя абсолютно хорошо, никаких побочных явлений не было. По описанию постпрививочное время может сохраняться небольшой субфебрильная температура, подниматься до 37,4 или до 37,8, там по-разному дается. У меня температура до 37, она абсолютно допустима, и я ее практически не ощущал. То есть каких-либо признаков инфекционного заболевания у меня не было. На сегодняшний день на базе прививочного пункта Назрановской районной больницы вакцинировано более 150 человек. Врачи надеются, что с каждым днем эта цифра будет увеличиваться в сотни раз. Учитывая, что COVID-19 – это такая коварная болезнь, и она уносит столько жизней, мы просто хотели, чтобы люди поняли, что единственный способ, чтобы защититься от этой болезни, это вакцинация. Один аргумент в пользу этой вакцинации – это то, что если мы будем вакцинироваться от этой болезни, то у нас в республике будет коллективный иммунитет. Если будет у нас
коллективный иммунитет, это означает, что 96 человек из 100, они не будут болеть или будут болеть в легкой форме. И тогда у нас не будет вот такой вот вспышки, которая у нас была в первую волну. Отметим, что по состоянию на 25 января 2021 года в Ингушетии остаются под наблюдением 860 человек. Госпитализировано с коронавирусом 277 человек. Всего с подтвержденным заболеванием 13 706 человек. Амина Бохова, Майрбек Миржоев, Новости 24.